Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Здравствуйте. Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» в Якутске организует детский отдых по комплексной системе, сочетающей интенсивное оздоровление, профильное обучение и социальную поддержку. Центр выступает ключевым координатором всей летней оздоровительной кампании в Якутии. Какие планы на этот сезон, какие возможности у центра, а также как устроить детей в лагерь, мы сегодня и узнаем. Наша гостья Варвара Васильева, директор Центра оздоровления и отдыха детей «Сосновый Бор». Варвара Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сколько лагерей будет работать в этом году и какие именно? Есть ли какие-то изменения, возможно, с прошлым годом? Да, конечно, всегда с каждым годом происходят изменения. В прошлом году, например, было одно из изменений – это внедрение воспитательной программы лагеря. Это мы 12 модулей реализовывали по всей территории Российской Федерации, в том числе и у нас в республике. В этом году у нас есть целых 3 больших изменения. Первое – это председателем регионального межветкомиссии должен быть обязательно глава республики. Нашей республики, да, все регионы Российской Федерации должны выбрать своих глав, губернаторов, как раз таки председателями РМК. Это первое. Второе – это квота для детей, которые имеют инклюзию, которые имеют определенные нозологии и которые могут у нас отдыхать в наших лагерях. Раньше такого квотирования не было. В этом году такое квотирование прошло по всей Российской Федерации, и мы, конечно же, не остались в стороне. И третье – это у нас по антитеррористической защищенности. С прошлого года требования еще больше возросли. Обязательно должна быть маршрутизация, обязательно должны заходить со всеми паспортами и данными. И раньше так было, теперь это еще и усложнилось. Угу. Ну и, конечно, самый такой актуальный вопрос, вот как и когда родители могут подать заявление, да, в лагеря, и что для этого требуется? Всего у нас по всей республике будет открыто 480 лагерей разного уровня и разного типа. То есть это те лагеря, которые открываются на территории муниципалитетов по всей нашей республике, это в городе Якутске, да. То есть это все лагеря, частные, муниципальные, государственные. В него можно будет записаться с завтрашнего дня, с 15 мая, с 9 часов утра по государственным услугам. У нас вообще существует 3 вида подачи заявки на те лагеря, которые у нас есть по республике. Это первое – государственные услуги. Буквально мы сегодня на родительском собрании перед всей республикой обсудили, как это можно сделать. Прямо показали мастер-класс. Да? Второе – это можно через нарочно, то есть принести своими ножками в те лагеря, которые они хотят, заявление и свои паспортные данные. И третье – это по почте, но у нас это очень редко практикуется, потому что по почте, вы сами понимаете, очень долго идет. Вот 3 способами как раз-таки можно записаться. И вот завтра мы 15 числа стартуем всей республикой. С 9 часов у нас будет прямо большой праздник на территории нашего лагеря. Прийти можно к нам нарочно, принести заявление и записаться на все наши 3 лагеря, которые находятся в нашем подведе. Да? Это получается лагерь Каскил, лагерь Энергетик и Сосновый Бор сам. Угу. Ну и вот что порекомендуете родителям, да, вот при выборе лагеря, на что стоит смотреть в первую очередь, возможно, какие-то вот программы или отзывы? Вообще, вот по опыту могу сказать, да, что родители всегда смотрят на программу. То есть они все равно связывают развитие ребенка с программой, которая дается в том или ином лагере. Потом уже смотрят ТУГИИС обычно, да, отзывы. Потом уже в последнюю очередь почему-то смотрят инфраструктуру. Я вот не знаю, почему так, но мы всегда считаем, что инфраструктура, сами как специалисты, должна быть самой доступной и самой важной вот в нашем деле. Почему? Потому что как раз-таки, когда ребенок может пойти на площадку, да, спокойно, когда он может сходить в душ, например, да, у себя в корпусе. То есть для нас это очень важно, потому что доступность должна быть всеобъемлющей. Угу. И вот у центра «Сосновый Бор» есть еще 2 летние площадки, да, это вот Энергетик и Каскил, как вы уже сказали. Как можно подать заявление вот туда? Туда, вот, как я до этого тоже сказала, можно через государственные услуги, а можно прийти нарочно 15 мая в 9 часов утра. Мы прямо приглашаем на стадион нашего центра. Там у нас будет идти интерактивная программа. Мы как раз-таки пообщаемся со всеми родителями, всех примем, со всеми переговорим, и заявление будет у нас идти по принципу нарочного, и, конечно же, будет заводиться в государственные услуги. Мы всего 20% от тех людей, которые подают заявки, должны обязательно обслужить нарочно. Угу. Вот вы еще также сказали, что прошел такой мастер-класс, да, очень обширный. Вот, может, какие-то такие основные темы с мастер-класса можно озвучить? Да, самое важное, сегодня нужно сделать черновик заявки, да, его нужно сделать после 17 часов.
найти свой лагерь, обязательно заранее завести фамилию, имя ребенка, все его данные, все его документы, свидетельство о рождении, паспорт, если таковое имеется, да, и если есть еще и мера поддержки, справки, свидетельства, тоже все занести. И только потом это заявление заводить в госуслуги. Только тогда можно будет все это подтянуть через государственные услуги. Мы сегодня как раз-таки показали вообще, как это делается, как оно все подтягивается. В принципе, государственные услуги очень умные, и они могут все подтянуть так, как нам надо. И поэтому, чем достовернее информация в государственных услугах, тем это быстрее будет заполнить им свою заявку на летний отдых. Ну и, конечно же, очень интересно, вот как выглядит типичный один день ребенка. Вот сколько времени отводится на то или иное мероприятие. Вот очень интересно, подробно вот такую программу дня. Расскажу на примере нашего лагеря. Сосновый Бор у нас является круглогодичной базой. Туда мы принимаем в зимние смены, принимаем на летние смены. Зимние смены у нас бывают от 7 до 14 дней. А летние смены 21 день. Почему? Потому что 21 день – это время для оздоровления наших детей. Туда идет у нас санаторно-курортная карточка. День у всех начинается с 7 часов утра. У нас прямо у себя в центре есть правила и законы, по которым должен жить наш ребенок. Это с 7 часов утра у него начинается время личной гигиены. Он просыпается, он идет в душ, он принимает там все свои там, какие там ванны можно принять, все принимает, да, потом у него с 8 часов начинается уже время завтрака. Да, с 8 до 9 у них время завтрака, они идут отрядами и завтракают, накрывают на стол дежурный, да, за это время дети, которые проснулись, приводят себя в порядок, и после этого, после 8:45 начинается уже время как раз-таки для подготовки для образовательной деятельности. Идут на образовательную деятельность, а перед этим у нас идет обязательно зарядка. Да, у нас есть с этого года мы ввели у себя обязательное требование, чтобы перед зарядкой ребята точно знали, какое у них расписание, например, да, как они должны заниматься. У них есть 2 вида занятий. Например, с утра это образовательная деятельность нашего центра, это специализированные программы, которые как раз-таки развивают новые компетенции именно в части мягких навыков. То есть они учатся общаться друг с другом, да? Они учатся работать в команде, двигаться вместе, даже вот движение танцев, песен, это все как раз-таки должно быть в команде. Да? Учатся развивать свою моторику, творчество, креатив. Это все дается в первой части. Потом у ребенка наступает обед. Перед обедом он идет опять время личной гигиены, руки помыть, переодеться после занятий, да, потому что он может и устать. В это время как раз-таки параллельно у нас еще идет медицинское обслуживание. То есть детям, которые есть направление, да, на медицинское обслуживание, они идут на медицинские процедуры. Параллельно у нас это все идет. У нас есть солевая комната, куда дети заходят по времени. Очень мне это нравится. Они там релаксируют, обязательно отдыхают, одевают определенную одежду, да, чтобы ничего не попало у них на кожу. Поэтому таким образом они там оздоравливаются. Кроме этого, еще есть масса других вот оздоровительных процедур. Самое вот интересное, что они любят, у нас с 9 часов почти до 12 дети любят пить как раз-таки воздушные коктейли. Да? То есть это их любимое занятие. Обычно в бар воздушный коктейль у нас стоит целая очередь для того, чтобы его испить. Да? Потом вот как раз-таки с 12 до часу у них опять же, вот, как я до этого сказала, время личной гигиены, где они приводят себя в порядок, переодеваются, и в час они идут обедать уже. После обеденное время у них чуть-чуть отдыха с часу до 2, и с 2 начинается вторая часть образовательной программы, это как раз-таки профориентационные программы. У нас профильные смены связаны с будущей профессией, которую они выбирают, и поэтому профилизация смен, она идет именно по части как раз-таки развития социально значимой активности, развития их личной компетенции, в том числе профессиональной деятельности, да. Вот это все как раз идет во второй части до 4 до 6 часов, в зависимости от того еще, какой возраст у наших детей. Если помладше, то до 4, если постарше, то до 6. Ну здорово, да, действительно. И потом уже начинается развлекательная часть, ужин и так далее, время личной гигиены. Детям очень нравится развлекательная часть. В этой части они не только танцуют и поют, но еще и идет у них между собой взаимодействие, они знакомятся, учатся знакомиться,
Не исключение бывают дискотеки, потом у нас появляются определенные там бары и тому подобное. Это все везде, как у всех детей. Угу. Ну что ж, и вот как можно подать заявку на получение путевок во всероссийские лагеря, тоже очень интересно. Да, мы работаем с 655 путевками во всероссийские лагеря, да. Их мы получаем как раз-таки в начале года, делаем соглашение, по которому наши дети должны отдыхать в этих лагерях. Это получится Океан, Орленок, Артек, Алые паруса и Смена. Туда можно попасть как раз-таки через АИС путевку. Если взять в поисковике в интернете, набрать, например, скажем, АИС путевка Океан, да, то выходит окошко как раз-таки сайта Океана, и там можно подавать по своим достижениям на ту или иную смену свое резюме. Таким образом, у него появляются баллы, и таким образом его зовут, например, на определенную смену. Всего таких, я сказала, путевок у нас 655 по квоте по Российской Федерации. Это Минпросвещение нам эту квоту дает, и поэтому мы должны его отрабатывать. Буквально недавно у нас приехали ребята с Орленка, собираются дети в Артек уже, то есть постоянно у нас идет поток ребят, которые едут на смены во все эти федеральные центры. Все это идет через АИС, путевка этих детских центров. Ну там уже надо заранее, да, заявку подавать? Да, заранее нужно подавать заявку заблаговременно. Почему? Потому что за 2 недели до начала смены это, как бы скажем, заявка на путевку уже закрывается. Это окошечко. Ну и республика у нас огромная, большая, да, и вот дети из других регионов как могут подать заявку в Якутск? Да, у нас могут на летний период подать заявку, как раз-таки, да, и когда вот заходят на государственные услуги, любой ребенок с другого региона может подать заявку. Вот сейчас у нас как раз такая, почему у нас 17 часов сегодня можно будет подать уже по черновикам, да, подготовить черновик. Почему? Потому что как раз-таки сейчас идет модерация для того, чтобы сделать все по Российской Федерации одинаковой. И то есть любой ребенок может зайти и найти в нашем регионе, с нашего региона в другом регионе, да, и пойти в тот лагерь, который он хочет. Это возможность не только для наших детей, но и для детей других регионов. В этом году у нас как раз будет такая большая смена, будущие дипломаты, она у нас будет в июне, в июле. Вот как раз туда к нам приезжают порядка 75 детей из разных регионов и стран. С прошлого года мы такую смену проводим, и детям очень нравится. Наши дети развиваются, дети других регионов узнают про нашу республику и бывают очень поражены. Ну что ж, Варвара Альбертовна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.